отвечают на какие-то вопросы и задания. Предложенные ситуации, они связаны с разнообразными аспектами нашей жизни, то есть теми аспектами, которые наиболее близки учащимся и вызывают у них интерес. Но эти задания, конечно же, они очень сильно отличаются от тех заданий, которые, допустим, раньше мы использовали на уроках. Хотя вот я уже в течение многих лет на своих уроках использую эти задания. Но в этом году я перешла в новую школу, и вот теперь у меня как бы задача стоит по новой. То есть я должна, опять же, ребят приучать к выполнению заданий такого плана, учить их работать с текстом, извлекать оттуда какую-то информацию. И получается, что все начинается с самого начала. И из того, что я уже сейчас исследовала, из того опыта, который у меня уже сейчас был, то есть учащимся я предлагала ряд заданий как раз-таки на формирование естественно-научной грамотности. И вот с чем я столкнулась. У меня вот практически 95, наверное, процентов детей, они выполняют вот эти простые задания, то есть практически 100% они делают задания, которые мы относим к легким заданиям. А задания, которые идут среднего уровня сложности, они уже там испытывают затруднения, потому что там нужно не выбрать какие-то варианты ответов, да, а здесь уже нужно, допустим, определить какую-то предметную составляющую, да, вот о чем мы с вами говорим, что предметная составляющая, она хорошо у детей развивается. А вот уже когда речь идет о метапредметной составляющей, то есть, например, вот задание у нас было сейчас по влажности, да, то есть ребятам нужно было изучить текст про влажность, и потом, значит, уже нужно было определить влажность, показания гигрометра, который там был, и потом уже ответить на ряд вопросов, которые имели уже немножко контекстный такой характер. И тут уже с этими вопросами, в которых нужно было дать задание качественное, то есть нужно было словами дать ответ, тут уже начались сложности, потому что здесь нужно и необходимые слова подобрать, сделать это все нужно красиво, описать в виде хорошего такого предложения, записать, и ребята уже испытывают, соответственно, сложности. Вроде бы ребята у нас современные, да, современные, то есть они пользуются всеми вот этими телефонами, цифровой техникой, пользуются разными программами, но при этом, при всем, вот когда, допустим, было такое задание, что вот необходимо было функции прибора расписать, то есть какие, допустим, функции может выполнять этот прибор, как он может работать и так далее, и тому подобное, сложившиеся ситуации, то есть что он может делать, если, допустим, у него есть возможность подключиться к Wi-Fi, у него много цифровых функций и так далее и тому подобное, а тут, опять же, только лишь, наверное, 5% ребят написали более так понятно и более внятно и красиво о том, что как можно этот прибор использовать и какую функцию он будет выполнять. То есть очень мало ребят справляются с такими заданиями, которые, в общем-то, не имеют предметного характера. Вот. И поэтому, чтобы наши дети все-таки умели это делать, я думаю, что нам пора уже переходить на новый уровень заданий, учить ребят вот этим компетенциям, которые лежат за пределами нашего предмета. Итак, что необходимо знать каждому учителю о функциональной грамотности? Прежде всего, само понятие, что это такое и из чего эта функциональная грамотность состоит. Когда мы будем знать, что это такое, тогда мы будем понимать, чему надо учить. Как учитель может убедиться в том, что функциональная грамотность сформирована у ученика или не сформирована? Я думаю, что вот те примеры, которые я скидывала в презентации на прошлом занятии, да и на сегодняшний день уже так много информации появилось в интернете, и даже на самом сайте Криро очень хороший такой модуль есть, по которому можно всю эту информацию найти тоже, вот, в которых приведены как раз таки задания, которые формируют вот именно вот эту функциональную грамотность, то есть провести какой-то мониторинг. Естественно, только благодаря мониторингу мы можем узнать, дети у нас чего-то могут или не могут.
Но как переориентировать учебный процесс на эффективное овладение функциональной грамотностью? Я думаю, что в данном случае сам учебный процесс менять никак нельзя. Единственное, что мы с вами можем сделать, это изменить свою деятельность на уроке и поменять, изменить немножко структуру подачи материала и структуру заданий. То есть вот если мы с вами раньше вели урок, вот готовая какая-то задача, задачник, у нас там задачи, определите силу тока, определите напряжение и так далее и тому подобное. То есть я думаю, что на сегодняшний день тут уже учителю давно уже надо было поменяться в том плане, что задачи должны иметь как раз таки контекстный характер, задач больше давать таких вот качественных, и в частности использовать тот материал, который нам предлагают методические объединения и так далее, которые как раз таки направлены на то, чтобы формировать, вот, допустим, читательскую грамотность. Мы с вами формируем очень давно. То есть, допустим, в технологии развития критического мышления через чтение и письмо, я думаю, что эту технологию используют многие, и в данном случае уже в течение многих лет, я уже в течение многих десятков, 10 лет использую вот эти вот тексты, и, соответственно, по этим текстам уже мы решаем какие-то определенные задачи. Я их делаю немножко предметными, то есть добавляю туда какую-то информацию, которая касается моего предмета, и, соответственно, мы уже разбираем эту задачу. То есть вот именно вот какую-то конкретную задачу, с которой встречается человек вообще в жизни, и мы ее начинаем решать полностью с точки зрения моего предмета, с точки зрения физики. Вот. Что понимается под функциональной грамотностью? Так это я уже сказала, да? Прошу прощения. Итак, программа по формированию естественной научной грамотности. Вот тут я сказала о слове «программа». То есть на сегодняшний день каждый учитель сам должен проанализировать систему заданий, которую он будет включать в учебный процесс. То есть он должен помнить, что вот этот результат, который он получит, он будет заложен в материалах. То есть, например, когда я работаю с каким-то текстом, да, я вижу, что как я могу изменить этот текст для того, чтобы этот текст использовать уже в другой теме урока. Вот. То есть, естественно, что каждый учитель вот этот материал, он сам для себя, не то, что он его готовит, да, он сам его готовит к тому, на каком уроке этот материал он будет использован. Да. Затем еще что важно знать. Важно знать, какие задания нужно готовить, чтобы это задание точно формировали функциональную грамотность. И на сегодняшний день я думаю, что такие задания нужно искать в учебниках, потому что, в принципе, в наших с вами учебниках этой информации очень много. Даже если эту информацию с учебника мы с вами немножко перефразируем, кое-что в нее добавим, кое-что уберем и составим ряд вопросов и заданий, то я думаю, что вот та информация, которая дается в наших учебниках, ее будет, в принципе, достаточно для того, чтобы формировать. Самое главное – это подобрать вопросы, подобрать такие задания, которые действительно будут для ребенка интересными, они будут актуальными, и ребенок с удовольствием будет с такими заданиями работать. Давайте рассмотрим принципы, да, то есть классификация. Те задания, которые мы с вами создаем, они, соответственно, делятся по разным типам. Мы уже об этом с вами говорили по следующим параметрам. Во-первых, это компетентность, то есть на что направлено это задание, да. Это может быть либо научное объяснение какое-то, это может быть понимание особенностей какого-то научного исследования, или может быть это какая-то работа с данными, которые ребенок получил. То есть вот это подразумевает слово компетентность. Да? Тип, естественно, научного знания, которое затрагивается в задании. Мы об этом тоже с вами говорили, то есть какие типы бывают, и чуть позже я еще раз повторюсь. Это контекст, об этом мы с вами тоже говорили, и познавательный уровень. Поэтому вот те, кто присылали мне уже задания, да, я, в принципе, не у всех увидела критериев оценивания работ, не все прислали, да, и не у всех есть вот эта вот классификация. То есть если вы даете задание,
то вы должны были написать, какое это задание, компетентность, какой-то тип, естественно, научного знания, какой-то контекст, да, и какой-то познавательный уровень, то есть какая степень сложности. Не у всех это я в работах увидела. Теперь давайте немножко о компетенциях, какие они у нас бывают. Первое, конечно, это компетенция, это научное объяснение. Научное объяснение явлений, о чем оно говорит? Что это, например, применить соответствующее, естественно, научное объяснение, знания для объяснения явлений. Но это предполагает, что будет какая-то достаточно стандартная ситуация, для объяснения которой можно использовать тот материал, который мы с вами даем в программе. Распознавать, и использовать и создавать объяснительные модели и представления. Что здесь? Ну, предполагается здесь уже нестандартная ситуация, но для которой человек не имеет какого-то готового объяснения, но для объяснения он должен преобразовать эту информацию во что-либо, в какую-то типовую какую-то модель. Может быть, это какая-то обратная задача, то есть дается одна задача, надо сделать обратную, то есть вот такие варианты. Делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления. Что здесь предполагается? Предполагается, что ученик, он знает механизм явления, но и в дальнейшем ему нужно объяснить его. Объяснять принцип действия технического устройства или технологии. Ну, на каких, соответственно, научных знаниях основана работа данного прибора и так далее. То есть здесь вот в этой компетенции. Следующая компетенция на понимание особенностей естественно-научного исследования. То есть, например, это задание вот такое: распознавать и сформулировать цель данного исследования. То есть дается какое-то описание исследования или описание каких-то действий, и предполагается четко сформулировать цель. Предлагать или оценивать способ научного исследования. То есть по описанию проблемы предлагается кратко сформулировать или оценить идею, направленную на решение. То есть сказать там, как, допустим, работает данное техническое устройство, да, на примере устройства, или на примере какого-то исследования получены какие-то результаты, да, и сравнить, допустим, этот метод получения результатов с другим методом получения результатов, и какой наиболее эффективный или наиболее качественный. Итак, выдвигать объяснительные гипотезы, предлагать способы их проверки. Что здесь предполагается? Что данные явления, и обязательно предложить какие-то возможные способы их проверки. Ну и предлагается набор каких-то гипотез, которые в самом задании. Тогда учащийся должен предложить только те способы, с помощью которых он может эту гипотезу проверить. Ну и последнее – это описывать и оценивать способы, которые используют ученые, чтобы обеспечить надежность и достоверность объяснений. Ну, в данном случае дается, скорее всего, какое-то экспериментальное задание, да, описание экспериментального задания, предлагается выбрать наиболее точную стратегию. То есть может быть несколько стратегий, несколько принципов, и, соответственно, можно оценить, какая стратегия будет иметь более хороший результат. Так, есть еще одна компетенция, которая называется интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов. То есть первое – это анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы. То есть, например, информация может даваться в виде графиков, диаграмм, может даваться в виде таблиц, и, соответственно, задания, которые направлены именно на эту интерпретацию. Преобразовывать одну форму представления данных в другую. То есть, допустим, может быть в текст, а надо нарисовать график, или даются диаграммы, нужно построить таблицу, или, допустим, дается какая-то таблица, надо, наоборот, что-то сделать. То есть вот тут представление информации с одной и другой. Распознавать допущения, доказательства и рассуждения в научных текстах. То есть в данном случае дается какой-то научный текст, да, и необходимо этот текст каким-то образом проанализировать. То есть, например, найти какие-то факты, эти факты сопоставить между собой и так далее. Ну и последнее – это оценить с научной точки зрения аргументы и доказательства из разных источников.
Но предлагается оценить с научной точки зрения на корректность, на убедительность и так далее. То есть вот это подразумевается вот в этих компетенциях. То есть типы заданий, которые мы с вами можем здесь увидеть и по каким компетенциям. Теперь о типах научного знания. Есть такие характеристики, когда мы говорим, что это содержательные знания, да, содержательные знания. Содержательные знания следующим областям относятся: это физические системы, живые системы и науки о Земле и Вселенной. А процедурное знание, соответственно, что оно подразумевает? Это знание разнообразных методов, которые используются для получения научного знания. Ну, это процедурное знание, оно может быть и в химии, и в биологии, и в физике, то есть один и тот же метод, который, соответственно, мы с вами используем. Теперь давайте немножко о содержательном знании, то есть каким образом мы с вами можем вот говорить об этом содержательном знании, откуда мы с вами можем брать задания, да? В своей презентации в прошлый раз были рекомендации, то есть какие книги и так далее, и какую методическую литературу, банки данных нам предлагает на сегодняшний день как раз таки проектная группа, которая работает над методикой формирования естественно-научной грамотности. Так вот, они рекомендовали как раз такие книги, да, вот физические системы, да, вот такая вот книжка. Я, соответственно, эти книжечки, я их для себя выписала. Я выписала 2 сборника, выписала вот такие вот книги, которые как раз-таки называются «Это физические системы», да, вот. Выписала книжку, в которой есть задания и упражнения как раз-таки на формирование вот, естественно-научной грамотности, такие по физике, химии, биологии. Вот. И задания, которые как раз касаются вот нашей с вами Земли, то есть это Земля, космические системы и так далее. Ну, вот это вот книжки, я, честно говоря, я их, как говорят, в запой прочитала все эти книжки, прочитала эти сборники. На самом деле информация изложена настолько как бы интересно, понятно. Вопросы поставлены такие хорошие, вопросы и задания такие хорошие. Я не скажу, что задания очень сложные. Здесь самое главное научить детей работать с такими заданиями, то есть как они должны отвечать на данные вопросы, то есть что они должны использовать при ответе на вопросы. Вот. Но задания достаточно интересные. Теперь контексты. Как я только что уже показывала, да, то есть задания по разным темам. Но все эти задания, которые направлены либо на то, что ребенок должен знать, что здоровье – это прежде всего самое главное в жизни человека, и то, что нас окружает природные ресурсы, окружающая среда, и что все это подвержено опасностям и рискам, и, соответственно, связываем все это с наукой и современными технологиями. То есть в данном случае вот проблемная ситуация как раз-таки связана вот с одной из этих тем. Это контекст. Теперь дальше. Познавательные уровни. Познавательные уровни, мы с вами говорили, что задания 3 типов. Это низкое, то есть когда ребятам нужно, допустим, дается задание, и нужно, например, выбрать вот тест небольшой, да, это как мы говорим, проточковали, да, простое задание, когда ответы уже есть, и тебе нужно выбрать только, что является наиболее подходящим по этому вопросу. То есть информация там заложена такая простая, она прямо лежит либо внутри текста, либо на графике, то есть она, в принципе, эта информация достаточно понятна. Вот если сравнивать те работы, которые на сегодняшний день я проводила у детей, то вот задания вот этого низкого уровня выполняют практически, ну, все 100%. У меня просто 8-классников, я проводила это у 8-классников, одну из работ, их у меня 105 человек. И вот как раз таки вот, ну, может быть, человек 5-то и не выполнили как бы вот это первое задание. И не то, что они совсем не выполнили, они выполнили его с ошибкой. Вот. Задания среднего уровня – это использовать и применять понятийные знания. То есть в данном случае вот задания, которые я давала, здесь нужно было в любом случае знать предметную составляющую. То есть задание было по влажности, и поэтому все-таки понятие влажности они должны были знать. И вот хотя мы на уроке используем гигрометры других видов,
разных видов, то есть психрометр, демонстрирую работу волосного гигрометра, показываю, как работает гигрометр конденсационный, да, а вот тут им предлагается электронный гигрометр, и, соответственно, они уже столкнулись с тем, что да, слово гигрометр они знают, что это такое, а то, что он еще и может что-то другое измерять, и что там есть еще, оказывается, термогигрометр, то есть там есть и термометр, и гигрометр вместе, и он цифровой, и там тоже есть абсолютная погрешность, и тут они уже столкнулись с такой сложностью, и получается, что, например, задание выполнили, но получается где-то процентов, наверное, может быть 10 выполнили вот это задание, потому что вот с погрешностью они там куда-то у меня потерялись. Задание высокого уровня – это анализировать сложную информацию. Вот слово «анализировать сложную информацию», то есть вот работа с графиками, работа с таблицами. Вот это задание, которое было при работе с графиками и с таблицами, они, конечно, с этим заданием справились. Но когда там нужно было написать и сформулировать, допустим, почему что-то произошло, да, то есть вот тут вот что могло повлиять на то, что влажность увеличилась или влажность уменьшилась, вот тут вот пошли уже сложности. Хотя на уроке мы как будто бы это проговаривали, но проговаривали мы это даже, я даже не знала, что я вообще им дам это задание, потому что я до этого задания это еще не встречала, я его влажность изучали до начала этой темы, до начала вот как бы лекций, которые я проводила, а задание по влажности как раз-таки я встретила в одном из сборников. У меня еще, я выписала еще два сборника. Два сборника – это сборники вопросов и заданий, как раз-таки сборники по естественно-научным знаниям, и там идет общая работа, то есть там не только задания по физике, там химия, физика и биология, то есть одна работа, и внутри есть задания по физике. И я встретила, значит, такое задание, думаю, наверное, мне нужно сейчас просто провести и посмотрю, как ребята вообще будут справляться с заданиями такого типа. Вот, и вот ребята хорошо как бы проанализировали, там графики, таблицы проанализировали, но когда нужно было сделать уже вывод, то есть о том, что могло привести к тому, что вот на графиках происходит, тут уже получается, что они на это ответить не смогли. И что получается? Это задание оценивалось тоже в 1 балл, как и среднее задание, как и задание низкое, оно оценивалось тоже в 1 балл. Но для того, чтобы этот 1 балл получить, нужно и ответ дать, и, соответственно, правильно сделать выводы, сформулировать их красиво. И, в общем-то, вот такая вот проблема, что формулировать, соответственно, мы пока еще этого тоже не можем. Поэтому сейчас я уже вижу, что чему мне нужно сейчас учить детей. Так. Ну, теперь давайте посмотрим на мониторинг естественно-научной грамотности. Вот в 2018 году, значит, какие задания были какого плана? В 2018 году под тестирование попадали у нас ученики 5 и 7 классов. Да? И получается, с выбором одного правильного ответа, то есть перетаскивание объектов, ну, если это будет в бумажном виде, значит, это не перетаскивание, нужно было стрелочками написать или буквами написать, да, было 30%. С выбором нескольких правильных ответов, это множественный выбор, это 40, и с развернутым ответом 27. Причем, посмотрите, в 7 классе процент выполнения этого задания, таких заданий больше. С выбором нескольких правильных ответов в 7 классе их всего 6%, а вот с выбором одного ответа там было 42 таких задания. Напомню, что это задания по физике, по химии и по биологии, то есть это не только по физике. Вот, это был такой формат заданий. Ну, а на сегодняшний день спецификация заданий по функциональной грамотности для 6 и 9 классов, как она будет выглядеть. Во-первых, будут проверяться 3 компетенции. Это научное объяснение, как я уже сказала. Это понимание особенностей естественно-научного исследования. Здесь 4 направления, об этом я тоже сказала. И интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов.
То есть вот это 3 компетенции. Теперь содержательные области. Это физические системы, это живые системы и науки о Земле и Вселенной. Ну и формат. Значит, задание выбор одного ответа. Это множественный выбор, это развернутый ответ. Ну, встречаются еще другие типы заданий, вы тоже с ними познакомитесь чуть позже. И уровень сложности низкий, средний и высокий. На выполнение каждого блока по химии, по физике, по биологии дается по 20 минут, поэтому вот я сейчас на уроке, допустим, когда даю задание, то я сразу ребятам говорю: ребята, у вас на выполнение этого задания только 20 минут, ни больше, ни меньше. Не просим, чтобы я там подождите чуть-чуть, немножко, нет. То есть как только проходит 20 минут, работу собираем и, соответственно, проверяем эти все работы. Вот. Естественно, что ребенок, если у меня хорошо справился, то я оцениваю его работу, вот, и самооценку проводим этой работы. Но это пока на сегодняшнем этапе, да, то есть на этапе, пока мы только готовимся, все равно это работа, и они эту работу делают. Вот. Ну и планируемое количество заданий. В 9 классе это будет 12 комплексных заданий, объединенных в 6 блоков на 30 минут каждый. Итак, 6 блоков, и каждый блок на 30 минут. То есть сами посмотрите, какое количество дети будут писать. И там будет 12 комплексных заданий, то есть это будет по физике, по химии, по биологии. В 6 классе планируется 24 комплексных задания, объединенных в 12 блоков, и каждый блок на 20 минут. Значит, что мы с вами можем здесь увидеть? Что на научное объяснение это будет 40%, на исследование 30%, на интерпретацию данных 30%. Это на компетенции. Содержательные области, физические системы, это будет 40%, живые системы 40%, и науки о Земле и Вселенной 20%. То есть, как мы говорим, предметная составляющая будет небольшая. Выбор одного ответа 40%, множественный выбор 20% и развернутый ответ будет 30%. И уровни сложности. Низкий уровень 30%, средний уровень 40% заданий и высокий уровень 30%. Вот это немножко спецификация, то есть какого рода будут задания. Ну, теперь давайте мы с вами немножечко еще, время у нас с вами еще есть, и поэтому я бы хотела еще немножко поговорить о той литературе, которая, соответственно, рекомендует нам Министерство образования, какую информацию оно нам рекомендует, чем нам с вами пользоваться, потому что в любом случае всем нам необходимо готовить учащихся. Я вернусь немножко назад, да, и мы возвращаемся, то есть что нужно знать каждому учителю и чем, соответственно, мы с вами должны пользоваться, да. Но вот еще раз я вам хочу показать вот эти вот книги, да, то есть вот то, что нам рекомендуют, и то, что рекомендуют на сайтах. Ну, начнем с того, с чем я столкнулась. Ну, когда писали мы такую работу в одном из классов, первое, с чем я столкнулась, это наши дети, конечно же, они хоть и вроде бы дети интернета, мы говорим, да, но несмотря на все это, первое, что наши дети хотят делать, это списать. И поэтому все ответы, которые на те банки данных, которые есть, они в принципе уже в интернете везде есть. В интернете есть, и поэтому их всегда можно найти. И вот я для себя уже что решила? Что задания, которые я буду, соответственно, им давать, я эти задания все-таки буду немножко перефразировать. То есть по тому тексту, который есть, задания буду изменять. Потому что за каждым все равно не уследишь. Телефон есть у всех и у каждого. Вот. И один класс у меня очень красивенько все списал. Ну, я это сделала специально, то есть не потому, что я думаю, не буду я ходить как надзиратель, не буду ничего смотреть, я просто посмотрю, насколько наши дети вообще, чего они могут делать. Может, они поищут ответ в интернете, да, и как бы посмотрят, как это все делается, и, соответственно, они напишут какую-то свою версию. Но нет.
Они воспользовались помощью интернета и переписали все ответы, которые у нас есть в этих банках данных. То есть вот на это обратите внимание, что такое тоже будет. Таким образом, мы с вами детей не подготовим. И поэтому, да, конечно, нам предлагают готовый материал, но на сегодняшний день каждый учитель должен понимать, что раз это есть, то значит нам этому надо всем учиться. И поэтому я рекомендую, хоть и задания есть какие-то, да, можно их использовать, но вот сам использовать текст, а, например, систему заданий и вопросов я вам просто рекомендую составлять самому. На примере тех вопросов, которые есть, составлять, перефразировать самому. И, соответственно, я думаю, что та методическая литература, которая у нас на сегодняшний день есть, она, конечно, в помощь. Ну вот и учителя и химии, и биологии, и физики, в принципе, они могут воспользоваться. У меня уже здесь стояло ряд закладок, потому что мне очень понравилось задание, которое здесь используется. То есть есть сборники, которые мне очень понравились, есть которые не очень. Сейчас скажу, чем они понравились. Во-первых, текст. Да? То есть текст достаточно яркий, достаточно красочный, но он красочный здесь. Если мы с вами его будем распечатывать, то он, соответственно, получится не очень красивый. Но я, как правило, что делаю? Я, как правило, вот эту картиночку, я, естественно, ее сканирую, и я ее ставлю в презентацию, чтобы у детей эта картинка была перед глазами. А сам текст задания я уже, соответственно, распечатываю детям, чтобы он был перед глазами. А вопросы и задания, соответственно, их можно, еще раз говорю, перефразировать немножко, поменять по-другому, поставить вопрос по-другому, поменять какие-то цифры, что-то еще поменять. То есть задания, в принципе, интересные. Чем мне понравился вот этот сборник? Потому что здесь текст задания и упражнения на одном развороте. То есть получается, что в принципе задание дать достаточно просто. То есть распечатывать достаточно просто. Но вот в этом сборнике, я сейчас покажу вот так вот в разрезе, да, тут по цветам. То есть тут задания по химии, по физике, по биологии, и дальше идут ответы. Вот смотрите, большая половинка вот этого всего – это ответы. Физики здесь совсем чуть-чуть. Но вы не пугайтесь, заданий одинаково. Одинаково, что физики, что химии, что биологии. Поэтому, в принципе, можете вот эти вот задания выписывать. И мне они вот понравились тем, что, в принципе, здесь уже даются такие интересные задачи. Вот тут, вот, допустим, на тормозной путь автомобиля, да, картинки достаточно красочные. И мне понравились задания, сформулированы очень четко, очень хорошо, без каких-то наплывчатых каких-то вопросов и так далее, на которые можно дать неоднозначный ответ. Вопросы сформулированы достаточно четко. И присутствует предметная составляющая. Но еще раз говорю, что вы ведь эту предметную составляющую можете изменить сами. То есть что-то поменять, что-то изменить. То есть вот этот сборник в этом плане мне понравился, что на одной странице один текст. Это сделано, скорее всего, для нашего с вами удобства. И еще, многие здесь картиночки и задания, они даются из наших с вами учебников, по которым мы работаем. То есть получается, например, вот эта вот картинка, я думаю, что вы ее все знаете, это Пизанская башня. И эта Пизанская башня у нас картинка есть, соответственно, в учебнике 7 класса, она есть. И поэтому даже если мы будем сдавать задания по этому учебнику, мы можем дать какой-то небольшой текст и, соответственно, задание к этой картинке, которая есть в нашем учебнике. То есть вот такой вот как бы небольшой плюс. Вот. И так в целом получается вот такие все задания, они достаточно емкие, то есть понятные, то есть можно использовать. Так, и этот учебник, я говорю, что это задачник, не задачник, а сборник задач и упражнений по биологии, физике и химии. Что я сделаю для себя? Для себя я сделаю следующее. То есть вот сейчас вот в этом учебнике у меня здесь есть по частям разбито, но здесь в конце каждого учебника есть, ну, такая как бы
чистенькие страницы, да, на которые мы с вами можем что-то написать. И получается, что каждый текст я могу, соответственно, прописать, что это за текст и в каком классе я могу его использовать. Чтобы я уже вообще знала, как вообще могу я использовать вот этот учебник и на каких уроках. Вот. Теперь давайте мы посмотрим на следующий вот такой вот задачник, не задачник, а вот такая вот физические системы. И вот этот задачник, начну вот отсюда, да, содержание. Я хочу сюда тоже все прописать. Я его, конечно, прочитала, очень интересный учебник, интересные такие темы даются, и задания построены достаточно хорошо методистами. То есть сюда я тоже себе пропишу. Большая половина, сейчас я открою страницу 120, вот большая половина учебника – это ответы. То есть уже готовые ответы, на которые мы с вами можем проверять, что ребенок должен ответить, как ответить, система оценивания. То есть она уже продумана. Ничего не надо сочинять. Все есть. Хорошие задания. Теперь, что это за задание? Здесь задание такого плана. Например, учимся у природы. Или, например, задание здесь движение по песку. Теперь давайте посмотрим, как эти задания. То есть получается вот это вот задание первое начинается, вот это продолжается, вот оно задание вот такое идет на второй странице, вот так вот в таблицах третья страница. И получается, что в принципе распечатывать нам придется, если такое задание детям давать, распечатывать придется достаточно много информации. Вот. Потому что здесь, еще раз говорю, что вот чем этот учебник мне понравился, что текста здесь по физике, я говорю сейчас про физики, я потому что физик, заданий по физике здесь больше, вот. А вот как бы информации, которую нужно детям предоставить, ее здесь тоже много. То есть, например, вот такое задание мне очень понравилось. Выбираем лампочки, да? Я думаю, что каждый из нас может тоже составить такие вопросы, такого вот плана, вот задания, да, вот они лампочки нарисованы, и идут вот такие задания про них, вопросы и задания. Вот, дальше еще небольшой текст по лампочкам. Здесь есть даже для детей какие-то подсказки. И еще самое большое, что вот в этом сборнике, что самое интересное. Значит, какой плюс сделали для нас создатели вот этого учебника? Текст общий, а вариантов выполнения 2. То есть получается для первого варианта задания и для второго варианта задания. А текст для обоих вариантов один и тот же. Вот. Поэтому вот я вот такую книжечку вам рекомендую приобрести. Книжка очень интересная. Ну и больше всех, конечно, мне понравилась еще и вот эта книжка, которая называется «Земля и космические системы». Тоже рекомендую все это приобрести. Здесь заданий огромное количество. Здесь можете посмотреть по теме. Я тоже сейчас ее еще пока не успела испортить, эту книжечку. Ничего пока туда не написала. А вообще я планирую каким-то образом их отсканировать, чтобы они у меня были уже в электронном виде. И задания здесь тоже хорошие, интересные. И вот эти задания тоже разбиты по вариантам. То есть дается задание текст 1, а задания первому и второму варианту, они отличаются по содержанию. То есть немножко отличаются по вопросам и так далее. Вот такие книги. Сборники, которые первые 2 сборника, к сожалению, я их сегодня не взяла с собой. Они по формату А4, то есть это формат побольше. Заданий в них мало. И задания там идут, одна работа идет, она сразу идет и по химии, и по физике, и по биологии. То есть идет целая работа. Целая работа. Но я думаю, что они тоже необходимы для того, чтобы уже проверять учащихся наших уже полностью по естественно-научной грамотности, то есть промониторить уже полностью учащихся. Это когда наши дети уже будут, в принципе, готовы к такому мониторингу.
Вот. Но я думаю, что для какой-то подготовки, для тренировки те книги тоже, в принципе, нужны. Сборник номер 1, который представляет просвещение, он недостаточно толстый сборник, то есть там где-то по каждому предмету там по 2, по 3 работы. Второй сборник, он немножко больше по объему в страницах, и работ там немножко, то есть штук по 5 работ на каждый. И большую часть, также большая часть каждого сборника – это ответы и решения вот как раз таки вот этой части. Я не знаю, есть ли в интернете уже готовый ответ для детей, этого я еще не проверяла. Но ответы на все остальные разделы, которые у нас есть, естественно, они уже в интернете, ответы есть, и дети на них уже очень быстро находят. Поэтому, что я вам порекомендую? Я порекомендую каждому все-таки приобрести такие книги. Я думаю, что для работы они нужны сейчас, на сегодняшний день, каждому учителю. Я порекомендую вам все-таки проходить курсы, на которых хотелось бы, мне бы и самой бы хотелось на таких курсах поприсутствовать, на которых бы нас учили грамотно составлять такие задания, потому что, может быть, мы каждый сам варимся в какой-то своей тарелке, своей кастрюле варимся, каждый что-то составляет, и возможно, что у каждого из нас есть очень большой багаж. Для тех, кто меня уже слушал, слушатели, первая моя группа, те, кто присылает мне уже задания по формированию вот функциональной грамотности, да, вот те, кто мне уже прислал, я просто говорю, что до 19 числа вы должны мне уже все свои задания сдать, потому что я должна буду отчитаться. И вот на что я хотела обратить внимание, что я уже вижу, что учителя начали работать в этом направлении, задания составляются достаточно интересные. Вот. И, как я уже сказала, что по итогам нашего с вами обучения я обработаю всю эту информацию, подведу все это под тот вид, который вот требует сейчас от нас, чтобы мы могли сделать какой-то, ну пусть не такой сборник, а все-таки сборник, электронный сборник с печатным материалом, который мы с вами можем использовать на своих уроках. Поэтому те слушатели, которые еще не прислали задания, я, соответственно, буду ждать ваших заданий. Поэтому мы сразу обговорили, что задания должны быть авторскими. То есть, если, допустим, даже вы взяли какой-то текст из того, что у нас уже есть в банке таких заданий, банки заданий уже есть, вот, то задания к этим текстам вы составляете свои. Выбирайте для 7 класса, для 8 или для 9 класса. Но обратите внимание, что нам нужно все-таки формировать, естественно, научную грамотность не только в 7, 8, 9 классе, начинать надо уже с 5 класса. И поэтому те учителя, которые работают уже с 5 класса, то естественно, что они должны включать уже те темы, о которых вот идет речь, да, допустим, какие-то вопросы по физике, какие-то вопросы по химии, все-таки включать вот в окружающий мир, в те предметы, которые ведутся. Так, и я на сегодня потихонечку уже буду закругляться. Я напишу адрес электронной почты своей. И, соответственно, если у вас будут возникать какие-то вопросы, может быть, что касается того кейса, который я приготовила в прошлый раз, может, кому-то он понадобится с теми заданиями и с активными ссылками, по которым можно выйти и скачать какую-то информацию и так далее. Может быть, у вас возникнут какие-то другие вопросы, то, соответственно, вы можете написать мне, задать какие-то вопросы. Итак, я, значит, напишу адрес своей электронной почты nata.torop@rambler.ru. Если у вас будут какие-то вопросы, то, соответственно, вы мне напишите на мою почту. Я так пишу свою почту. Вот.
Я просто сейчас в режиме презентации и пока не могу перейти в чат, иначе мне и так нужно будет закрыть. Поэтому вот я пишу сюда. Если кто-то там в чате есть, вы, пожалуйста, мой адрес электронной почты, кто знает, напишите. Буду очень благодарна. Так, а я пока пишу вот здесь. Ната Тороп @rambler.ru. И я жду от вас, те слушатели, которые со мной уже работали, я жду от вас ваши работы. Это окончание нашего 3-го модуля. Так, а все остальные, кто только подключился, соответственно, напишите мне, если у вас возникли какие-то вопросы, на адрес электронной почты natatorup@rambler.ru. На этом мы с вами заканчиваем. Всем спасибо большое за внимание. Всем крепкого, наикрепчайшего здоровья. Не болеем, работаем. И всего всем доброго. До свидания. Так, я попробую сейчас сюда написать. @rambler.ru. Так, вот. Сейчас скинула, то есть вот на экранчике сейчас видно, и вы можете посмотреть адрес моей электронной почты.